Масленица поистине один из самых народных и веселых праздников. Еще с древних времен на Руси масленичная неделя сопровождалась гуляниями с шутками, прибаутками, задорными песнями и щедрым застольем. Именно такой для работников Вурнарского завода смесевых препаратов и гостей вурнарцев стала Масленица 2017 года под ярким названием «Гуляй, народ, Масленица идет». Дорогие заводчане, вурнарцы, гости сегодняшнего праздника, дорогие наши друзья! Завод всегда дружно работает и дружно отдыхает. Мы чтим традиции и, конечно, такая замечательная славянская традиция, как Масленица, завод отмечает с размахом. Вы посмотрите, вот творчество наше проявляется во всем, в оформлении, в наших рядах, которые вот силами наших замечательных работников оценить. Я надеюсь, что все по достоинству оценят и наши угощения, и организацию праздника. Молодцы наше управление социального обеспечения, которое не дает нам по выходным лежать до обеда, смотреть телевизор. Молодцы! Ну что, с Масленицей давайте дружно проводим зимушку. Впереди у нас замечательный предстоящий сезон, трудовой, рабочий. Конечно, та энергия, которую мы сегодня получим, мы сполна вернем наши показатели. Завод будет расти, завод развиваться. Всем огромное спасибо и с Масленицей! Я отправлюсь, я поеду в престольный город снов. Он сосед реки Великой больше 10 веков. Там в сердцах живет Россия с незапамятных времен, с тихих бабкиных напевов, что под колокольный звон. Блинчики с икрой, блинчики с комполой, блинчики со сметаной, блинчики со сгущенкой. Не подумайте плохого, из кармана семечки. А гости дорогие, заходите, угощайтесь, отмечайте Масленицу. Все сюда к нам, за праздничный стол. Эй! Заводчане не только накрывали столы, но и настолько красочно украсили свои палатки, что некоторые из них правильнее было бы назвать стилизованными деревенскими избушками. Тут и печка, и окошки, и настенные украшения. Главным угощением стали вкуснейшие с пылу с жару блины. Все присутствующие на празднике с удовольствием угощались масленичными явствами. Изобретательность и творческий подход по достоинству был оценен жюри, коллегами и гостями праздника. Это цех номер 17, наши ветераны. Легенда номер 17. Легенда номер 17. Приходите, заходите на горячие блины, ведь Масленица неделя, будьте счастливы, как мы. Оценителями вкуса стали директор завода смесевых препаратов Владимир Свешников и начальник управления социального обеспечения Евгений Захаров. А чтобы согреться в морозный денек, всем разливали горячий вкусный чай. Тут и там в старые старинные самовары подкидывались щепки. Такой раритет, конечно, есть не у всех, но выход всегда можно найти. Мужчины из энергоцеха из электрического самовара сделали самовар на дровах. А начищенный до блеска самовар 19 века производства знаменитой фабрики Баташева красовался возле палатки автотранспортного цеха. Богата земля вурнарская и красавицами-труженицами. Они и блинов напекут, и на заводе в первых рядах. И мужчины-заводчане тоже маху не дают. И блинчики у них удались, и мясо, а уж об ароматном чае из русского самовара и говорить нечего. Обойти пришлось много палаток. Попробовать все на вкус и оценить было не так-то легко. Но конкурс есть конкурс. Параллельно на сцене шло театрализованное представление. Веселые шутки, яркие костюмы радовали всех от мала до велика. Держите ее! Ой!
Ты старый плут, лентяй! Кашу-то поел, а посуду помыть не хочешь? Сама кашу ела, тебе и мыть. Нет, тебе. А я говорю, тебе. Я говорю, тебе. Ой, бедные мы. Ой, несчастные мы. Нет у нас дедушек. Ой, бабка, глянь, сколько дедушек. Ой, проходи, честной народ. Не пыли, дорожка. Это люди к нам пришли поиграть немножко. Ай, да какие все красивые, развощёкие, да нарядные. Ой, нарядные. А вас как звать-то никого не знаю. А ну-ка назовите свое имя. Да так громко, чтоб слышно было. А ну-ка, 3, 4. Ой, не слышно. А ну-ка, что громче? Полину, Сашу слышу, а остальных не слышу. А ну-ка еще громче. А, ну вот, теперь знаю, с кем имею дело. А ты скажи, как тебя самого-то звать, величать? А я, дед Ерофей, износил 100 лаптей. Только пару сапог износить не смог. Шила бабка мне кафтан из овчины лапти. Продал я этот кафтан за 3 шоколадки. А вот участникам празднично-спортивных состязаний нужно было постараться, чтобы не оплошать и команду не подвести. Конкурсанты от души позабавили себя ходьбой на ходулях и ухватным забегом и не оставили в стороне скоростное распиливание бревна. А уж гвозди забивать и женщины-мастерицы. Каждой команде за победу по одному бублику или баранке. Куда ни глянь, разлилось гулянье. Пока на одной площадке забивают мяч метлами, на другой атрибутом состязания стали русские валенки. И конкурс частушек порадовал многих. Завтра снова на работу, хоть на стуле посижу, от домашней, от заботы, на работе побалдею. А всю нашу продукцию везут в страны дальние: Казахстан, Колумбию, Эквадор, Молдавию. Получают все цеха этикетки, пленки, ведь без них никак нельзя выполнить фасовки. Блинчик я тебе не дам, лучше я его продам. Платье новые куплю, да другого полюблю. Веселее играй, гармошка, масленица, не грусти. Приходи, весна, скорее, зиму прочь от ткани. Желающим тоже было что спеть. Если ладится работа и рентабельность растет, это значит наш Захаров правильно дела ведет. Пока одни сочиняют и поют, другие получают заслуженные награды. Каждая команда отстаивала честь своего цеха и подразделения, выполняя разного рода конкурсы. И вот долгожданный момент подсчета очков, а вернее бубликов и баранок. Под громкие аплодисменты, смех и веселый свист зрителей конкурсантам были вручены сертификаты. И вновь зазвучали задорные частушки. Поздравляем всех на праздник, приглашаем, хлопоты отбросьте, приходите в гости. Понавесили плакаты по охране, по труду. Ой, без премии оставят, коль без касочки пройдут. Не проскочит мимо мышка, воробей не пролетит. Ведь у нас на проходной Олег Юрьевич стоит. Бухучетом мы живем, с мужем мы новаторы. Дочку кассы назовем, сына калькулятора.
Благодарственное слово трудовым коллективам за яркое и творческое решение в праздновании Масленицы, за их участие и достойное отношение как к работе, так и к активному отдыху выразил начальник управления социального обеспечения Евгений Захаров. Спасибо вам всем! Так, ну как говорят славяне, баснями не кормят, давайте мы подведем итоги. Конечно, можно было сегодня присудить 1-е, 2-е, 3-е, 17-е, 16-е место, но в день праздника, я думаю, это было бы неправильно. И мы просто отмечаем, что нам действительно понравились работы коллективов цеха номер 17. Это наши пенсионеры, ветераны завода. Аплодисменты. Были на большой высоте коллектив цеха производства полимерной тары. Отмечаем лучшую сторону коллективы цехов номер 182, руководитель Валюшин Валерий Николаевич, коллективы складского хозяйства, руководитель Федотов Геннадий Александрович и многих других. Но среди всех коллективов выделю 2 цеха, где тесто для блинов и пекли блины только мужчины. Это коллектив автотранспортного цеха, руководитель Галкин Леонид Михайлович. Коллектив энергоцеха, руководитель Качанов Анатолий Анисимович. Душой компании этого коллектива является Гусаков Сергей Михайлович, который здесь стоит, который цех переделал самовар, готовый к этому празднику с электрического на дымовой, на дровяной. Такого вы не видели. Такие мастера у нас работают на заводе. Ну и все цеха, это цеха коллектива завода управления. Молодцы, отлично, аплодисменты ваши. Коллектив цеха 181, коллектив бухгалтерии, коллектив железнодорожного цеха, цех производства тепловой энергии. Какие только чаев не было. Вот они и частушки показали, и чаи гнали, и блины пекли. В общем, все молодцы. Я думаю, все здесь стоящие попробовали совершенно бесплатно, на безвозмездной основе эти яства, которые приготовлены были нашими трудовыми коллективами. Я приглашаю сюда ко мне всех руководителей подразделений. Они нас блинами, чаями, а мы их угощаем пирогами. Всем руководителям цехов и подразделений завода были вручены горячие ароматные пироги. Я думаю, надо сказать большие слова благодарности нашей любимой бригаде, которая никогда нас не подводит и проводит такие самые интересные праздники, которые гремят потом на всю Чувашию. А еще все-таки я люблю вспоминать тех, которые сейчас стоят у станков и выпускают готовую продукцию качественную нашей любимой фирмы «Август». Так что этот пирог уйдет работникам 2-й смены цеха номер 180. В заключение в большой хоровод встали и заводчане, и гости праздника, чтобы проводить зимушку-зиму и встретить теплую красавицу весну.